гостях у «Потолкуем» российский и азербайджанский борец вольного стиля. Родился 25 апреля 2002 года в станице Троицкая Стужинского района Ингушетии. С раннего возраста он проявлял немалые таланты в спорте. Его увлечение борьбой стало не только хобби, но и жизненным призванием. С каждым днем он становился все более настойчивым и целеустремленным. Тренировки занимали большую часть его времени, а результаты не заставляли себя ждать. Совсем недавно он осуществил свою давнюю мечту. Завоевал золото на первенстве мира по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет в весовой категории до 70 килограммов, которое прошло в албанской столице Тиране. Этот триумф стал лишь началом его восхождения на международной арене, пробуждая надежды на еще более высокие достижения в будущем. Поддержка родных, друзей и тренера служит для него опорой, А стремление к победе вдохновляет на новые свершения. Почему он выбрал вольную борьбу? Поет ли в караоке? И какие подарки он дарит близким? Об этом и не только в нашем выпуске. С нами потолкует Магомед Башир Ханиев. Ассаламу алейкум, дорогие слушатели Масаняр. В ближайшие 15 минут с вами буду я, Магомед Башир Ханиев. А также первый вопрос, почему именно вольная борьба? Когда мне было 7 лет, меня привел в секцию вольной борьбы мой отец, и с тех пор я занимаюсь вольной борьбой. Насколько травмоопасен вид спорта вольная борьба? Я думаю, каждый вид спорта по-своему травмоопасен. Но если взять боевые смешанные единоборства, М1 и другие такие же, вольная борьба менее травмоопаснее. Поздравляем тебя с победой на чемпионате мира. Насколько ты доволен своим выступлением? Кто тебя поздравил первым? Спасибо за поздравление. Своим результатом я доволен, так как я смог забрать золотую медаль. Первым меня поздравил тренер сборной Азербайджана Гасанов Джабраил, так как он был ближе всех из-за этого. Почему я выбрал именно Азербайджан? Так как мой личный тренер Гусейнов Зейнухан Таждиевич был старшим тренером сборной Азербайджана. Он посодействовал, перевел меня за сборную Азербайджана. С тех пор я выступаю за Азербайджан. Самое смешное имя, которое ты когда-либо слышал. Не знаю, многие имена бывают интересные. В разных народностях бывают свои интересные имена. В Дагестане интересное имя я слышал Муртуз. У нас мне нравится интересное имя, кажется, Маржан среди ингушей. Какие впечатления оставила Албания и какие страны ты хотел бы посетить в ближайшее время? Впечатления оставила Албания только положительные. Албания была по-своему красивая. Куда бы ни посмотришь, пальмы, там море было очень красивым. Хотел искупаться, так как нужно было бороться, воздержался от этого. В ближайшее время хочу посетить страны, хочу посетить Саудовскую Аравию, именно город Медина, Мекку, так как эти священные места, хочу туда поехать. Ты помнишь свою первую победу? Но не сказал бы, что именно первую победу я помню. Я помню в детстве, когда я выигрывал. Запомнилась мне схватка победы, которую я выиграл над младшим братом Мухаммадом Тахиром. У нас была равная борьба, и я выиграл его. Вот эта победа мне запомнилась в детстве. Благодаря цитатка школдусом пока хату. Молодцы, что хигера, а так духовый цариш лора. Да, нам мухли. Бери, диана. Какие особенности имеет вольная борьба? Я думаю, вольная борьба укрепляет человека так физически, так же и психологически. Человек бывает уравновешенным, который занимается спортом. Человек более уверенный в себе бывает. Чем отличается вольная борьба от греко-римской? Вольная борьба отличается от греко-римской борьбы тем, что вольной можно проходить ноги, работать ногами, так как в греко-римской этого нельзя. Насколько данный вид спорта подходит для девочек? Я думаю, для девочек никакой вид спорта не подходит. Для девочек подходит кухня и дом. Сколько раз ты был на ринге в Баку и что там попал?
На рынке, честно сказать, я не был ни разу в Баку. Мы большинство бываем там в торговых центрах, там покупаем вещи. Йорт дاخل чумала хутсумыш дардар хайдай баха чурта. Багда галаж. Соэж восадана эш бо йорт эбер йорта. До камер до хут халга давулуч. Свети каскас даюлыш. Не агажды тоди диш. До камер да цигдиш. Цаляца цаня волу датсун. Осыр ди хойхан осыр ди Адик цохой казду хамгосон дами глоджаня на новосту дураз биш ачвали из новосту дерцон хлопцовик. Что общего ингушей и азербайджанцев? Насколько я знаю ингушей и азербайджанцев общего тем, что азербайджанцы сильно любят чай пить, это также ингуши. Ты обучался хореографии, умеешь танцевать? Нет, я не обучался, умею танцевать действия, вот чуть танцевали так, а так сейчас не танцую. Пел когда-нибудь караоке? Нет, не пел. Если тебя ошибочно поместили бы в психушку, как бы ты убедил всех, что ты на самом деле меняемый? Честно сказать, я не знаю, как бы объяснил им, потому что в этом деле у меня нет опыта. О чем ты поешь, когда тренируешься? Ни о чем не пою, потому что у нас на тренировке нельзя включать музыку или другие инструменты, там, нашид или что-то другое. Хаймала омал хуцугера, бадралж, хар саги хуган хэтсун, у омалч. Сайдиятер омал хуцугерер, сах ираз вахардеса диятер во, что за омал, айвах герас. Есть ли какие-либо противопоказания для занятий вольной борьбы? Таких противопоказаний нету, если нет у человека проблемы со здоровьем. В остальном случае, я думаю, вольная борьба, гимнастика, плавание – это самый лучший вид спорта для укрепления человека. С какого возраста ты бы рекомендовал отдать ребенка в секцию вольной борьбы? Сперва бы я порекомендовал бы, чтобы родители своих детей отдавали в плавание, гимнастику, так как эти виды спорта укрепляют человека физически, растягивают мышцы, и где-то годам 10-11, чтобы они отдали в другие виды спорта, вольную борьбу, дзюдо и другие. На что стоит обратить внимание, выбирая этот вид спорта? В первую очередь стоит обратить внимание на то, что в вольной борьбе очень большая конкуренция. В вторую очередь то, что тебе приходится каждый день работать, отдавать себя каждый день. Одним словом, очень трудный вид спорта. Самый необычный подарок, который ты когда-либо получал. Таких необычных подарков я не получал, честно сказать. Вот, получаю подарки в два праздника, это исламские два праздника. Большинство это у нас называют ингушей, среди ингушей мархаш. Вот эти праздники я получаю большинство подарки, а также получаю подарки от своих близких братьев, друзей. Но недавно мне подарил мой друг ингушский флаг. Такой красивый был. И вот это последний подарок, который мне подарили. Что ты дарил последний раз? Честно сказать, я сам тоже не особо дарю подарки, не знаю, что хочет человек. Я больше предпочитаю отдавать деньги. Пусть они покупают сами, что хотят. Сколько тебе лет по твоим внутренним ощущениям? Я думаю, мне уже за 30 по внутренним ощущениям. Не знаю, почему так. Не знаю, наверное, из-за того, что всегда в разъездах, всегда приходится тренироваться каждый день. Устаешь от этого психологически, физически. Из-за этого, а так физически я чувствую на все 100% себя в хорошей форме. Так есть усталость. Хочется отдохнуть от всего спокойно в семье. Ты узнал, что тебе осталось жить всего полгода. Как ты их провел бы? Я думаю, каждый, как любой мусульманин, думаю, делал бы ибадат, поклонялся бы Всевышнему Аллаху, отказался бы от всего. Есть у тебя друзья, которым ты полностью доверяешь? Конечно, есть у меня близкие друзья. Я скажу, что они братья мои.
Я им доверяю на все 100%. Я думаю, также они и мне. Аллах съеду очень жени. Так. А враги? Враги тоже есть. Я думаю, у каждого человека есть враги. Не будем их озвучивать. Топ-5 фильмов. Честно сказать, данный момент, вот сейчас я не смотрю фильмы. В детстве смотрел много фильмов. То, что запомнилось, скажу, история одного класса, да, игрушский фильм. В детстве вот смотрел сериал или фильм, как это правильно. Чего о тебе не знают люди? Я думаю, много чего о мне не знают люди, так как я сильно ревную и сильно вот злюсь в эти моменты. Самые страшные преступления, на которые ты способен. Ну, я не знаю, когда вот человек в гневе, я думаю, человек на все способен, если не сдерживать себя. Любимые цитаты. Таких цитат у меня нету, честно сказать, которых я сейчас могу вспомнить. Есть аяты из Корана, где говорится, воистину за каждой тягостью наступает облегчение. На этом все. Прежде чем попрощаться, я хотел бы выделить 3 вопроса. Первый вопрос – это у тебя есть друзья, которым ты полностью доверяешь. Второй вопрос – какие особенности имеет вольная борьба. И третий вопрос – я думаю, ты помнишь свою первую победу. Аллах ряд халшан хаджира, Аллах ши ахту баху бусуне усаги, Аллах ши варца болбой, дал яхту баху масанер.